Сотрудники учреждений сферы образования ИНТы принимают самое активное участие в обсуждении регионального проекта «Народный бюджет». В этом году они выдвигают на одобрение общественности более 10 инициатив. Какие, расскажет Любовь Лапина. Позади уже 2 встречи и 13 поддержанных проектов. Сфера образования в ИНТе, пожалуй, как никто, активно в продвижении своих народных инициатив. Так, школа номер 10 ратует за ремонт центрального крыльца учреждения. Существует опасность получения травмы на самом крыльце, так как железный каркас бывает местами из-за обвала цементной стяжки не соприкасается с основанием. То есть вот был такой вид. А коллектив школы номер 8 мечтает о благоустройстве актового зала. Педагоги хотят сделать современный ремонт и оснастить помещение мультимедийным оборудованием. Учителя 6-й школы в микрорайоне Южный нуждаются в новых ноутбуках для учащихся. А еще здесь хотят приобрести 8 цифровых лабораторий. В нашей школе это довольно сложно реализовать, имея в распоряжении всего 8 компьютеров для учащихся, которые находятся в компьютерном классе. Поэтому назрела острая необходимость приобретения персональных компьютеров для проведения тестирования учащихся, использования электронных энциклопедий, образовательных программ. Тем временем вторая гимназия презентует сразу 4 проекта. В этом году школа в рамках народного бюджета уже будет менять старые окна на новые. Будет сделан и ремонт в 5 классах на 1-м этаже здания. Но в учебном заведении еще достаточно кабинетов, где требуется замена оконных блоков. А потому инициативная группа выдвигает этот проект еще раз в надежде на победу. Мы самая многочисленная школа по учащимся, 525 учеников у нас. Ну и потребности, значит, более высокие. Педагоги Центра внешкольной работы мечтают о создании собственной детской игровой комнаты. В своем проекте они акцентируют внимание на малышах. Они в силу своего возраста пока не могут посещать их кружки. В детской игровой комнате будет сухой бассейн, мягкие наборы для конструирования, развивающие дидактические игры, специальные кресла-мешки. Планируют создать здесь и виртуальную реальность. А вот у школы села Петронь задача другая – повысить качество доступа к глобальной сети. Стоимость проекта – 300 тысяч рублей. Деньги пойдут на установку системы спутникового интернета. Предварительно мы порядка 520 подписей соберем именно по селу Петрунь. Вот, при общей численности села Петрунь там чуть больше 600 человек. То есть это показывает то, что в этом проекте заинтересовано все сельское население. Суть народного бюджета в том, что жители сами решают, какие социально значимые инициативы необходимо реализовывать. При одобрении предложения оформляют в проект и отправляют на конкурсный отбор на региональный уровень. Именно там будет принято окончательное решение, что из всего перечисленного войдет в план на будущий год. Любовь Лапина, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, ИНТА.